В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Сводки ледохода в районе Усть-Кута, подвижки на реке Лена. Непогода на юге Якутии. Алдан и Нерюнгри накрыло снегом. В Якутии осужден вербовщик террористической организации. День пожарной охраны. Как свой профессиональный праздник отметили огнеборцы в Якутске и Нерюнгри. Пресс-показ фильма «Надо мной солнце светит». Якутский фильм на закрытом показе смогли увидеть первые зрители. Мирный поет о мире. В алмазной столице завершился 19-й молодежный фестиваль, который собрал исполнителей со всей страны. Сегодня Нерюнгринские и Алданские районы накрыл обильный снегопад. За ночь выросли сугробы до 30 сантиметров. Дороги утром расчищала спецтехника, а основную массу выпавших осадков раскатали автомобили. Чрезвычайная ситуация не объявлена, все службы работают в штатном режиме. Ну да, скользко, неудобно, потому что тротуары отсутствуют и приходится идти по дороге, маневрировать между автомобилями, так скажем, чтобы не подскользнуться, потому что снегом припорошило, не видно же, что там. И с сумками, когда тем более баланс соблюдать трудно. У города Усть-Кут на реке Лена отмечаются местные подвижки льда. По прогнозам, ледоход в Алекминском районе ожидается в первой декаде мая, а в районе города Якутска после 10 мая. Причем возможны заторные явления возле столицы, а также в Намском, Усть-Алданском и Среднеколымском районах. Что касается Амгинского района, который наиболее сильно пострадал от весеннего наводнения в прошлом году, то в этом повышение уровней воды на реке Амга не предвидится. На севере Якутии, на реке Алазея, также отмечается высокий уровень снегозапасов, что может привести к затоплению сенокосных угодий. При этом подтопления населенных пунктов не будет. По данным нашего якутского ГМС, предстоящий год будет немножко сложным. В том плане, что прогнозируется образование заторов на территории города Якутска, Намского улуса и устьевой части Алдана, это на территории Усть-Алданского. Также по данным якутского ГМС у нас по толщине льда есть превышение по льде на реке Колыма в районе Среднеколымска, это где-то на 48 сантиметров. И локально у нас по Лене превышение наблюдается в районе города Ленска и на территории города Якутска и Намского. По данным синоптиков, 2 и 3 мая в Мирнинском районе ожидаются дожди со снегом, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Такую же непогоду ожидают в Сунтарском, Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском, Кобяйском и Жиганском районах. В результате прогнозируемых порывистых ветров в данных районах усиливается вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения и связи. Вербовщик исламистской террористической организации осужден Дальневосточным окружным военным судом. Осенью прошлого года сотрудниками ФСБ Якутии во взаимодействии с коллегами из Амурской области был задержан модератор радикальной исламистской идеологии. Гражданин, находясь по месту пребывания в Якутии, осуществлял поиски и вербовку лиц для участия в террористической деятельности в интересах международной террористической организации. Для реализации своих преступных замыслов убежденный сторонник радикального ислама использовал социальные сети. Так, осужденный с помощью личной страницы в сети интернет осуществлял размещение материалов, поддерживающих деятельность террористов. Кроме этого, распространял различного рода материалы с призывами поддержать их. При этом доступ для просмотра и копирования был открыт неограниченному кругу лиц. Наледи под домами могут стать причиной быстрого износа зданий. С начала года в управление Госстройжилнадзора республики уже поступило 28 обращений о наледях. 17 из них подтвердились. А еще больше сегодня остаются незамеченными. Вода под домами лежит практически круглый год, так как не успевает высохнуть в тени. К каким последствиям это может привести, в материале Саргалан Захаровой.
Дома на курьих ножках, так называют здания в столице республики заезжие туристы. Вечная мерзлота диктует свои правила. По-другому строить нельзя. Это гарантирует устойчивость зданий на специфичных грунтах. Однако мало кто задумывается о том, в каком состоянии сейчас находятся сваи. Сталактиты, возникающие зимой, вот в таких пространствах под домами уже никого не удивляют. Хотя на самом деле они несут очень серьезную угрозу, нежели чем просто гниющая вода и источающие неприятные запахи по весне. Эти воды размещают грунты, и тем самым конструкция теряет свою устойчивость. Такие зловонные озера можно увидеть под каждой второй КПДшкой и хрущевкой. В самом центре города на улице Петра Алексеева каждый год от невидимых вод страдают сразу несколько с виду крепких советской закалки домов. Постоянно в этом доме. Постоянно. Что в том доме вот постоянно налить и проходишь там. Что здесь налить, постоянно здесь. С начала года в управление Госстройжилнадзора поступило всего 28 обращений. Хотя зданий с такими проблемами в разы больше. Просто многие горожане даже не подозревают, что заглянуть под свой дом стоит. Во-первых, они разрушают фундаменты зданий, да, наших многоквартирных домов. Более того, растепляют грунты. И все, соответственно, это все влияет на безопасность. Кроме того, образование наледи и несвоевременная уборка, конечно, влечет повышение травматизма у населения. А это, в свою очередь, ударит и по управляющим компаниям. Именно они должны заниматься предотвращением возникновения наледей. К слову, главная причина тоже чаще всего связана с работой обслуживающих организаций. Ведь ледяные сталактиты и озера под домами возникают из-за аварий на трубах. И слава богу, если прорвет не канализацию, которая весной растает с наступлением тепла. Сарглана Захарова, Владимир Павлов, Якутск. В Нерюнгри проходит двухмесячник санитарной очистки и озеленения. Администрацией был проведен традиционный рейд по городу. Подробности в нашем следующем материале. Южная Якутия после зимы выглядит, мягко говоря, неопрятно. И дело совсем не в серо-черно тающем снеге. Сходящий белоснежный покров безжалостно обнажает накопившуюся за зимние месяцы грязь. Если центр города относительно чистый после субботников предприятий, то окраины оставляют желать лучшего. Например, на ракадной дороге проспекта Геологов давно убраны мусорные баки близ снесенных жилых домов. Тем не менее, на их месте накопился хлам, происхождение которого определить весьма сложно. Домов-то нет порядка 2-3 лет. К сожалению, мы, когда говорим, что мы любим собственный город, когда приходит весна, убеждайся в противоположном. Неприятную картину мы наблюдали около дома 7/4 по улице Черопчинской. К моменту нашего появления там работала машина по погрузке мусора. Однако она не смогла поднять тяжелый бак, наполненный сетчатыми мешками с полупрогнившим луком. Очевидно, это не жители дома скупали репчатый лук целыми мешками, а потом отправляли его на помойку. Скорее всего, это дело рук многочисленных торговцев овощами и фруктами, которые базируются в близ расположенных гаражных кооперативах. Очень грустная история около дома номер 1 по улице Сосновой, куда не так давно заселились переселенцы из ветхого и аварийного жилья. К сожалению, да, природа у нас так устроена в нашем регионе, что и бывает, что сильный ветер зимой разносит мусорки по городу, в том числе пакеты, бутылки, банки и так далее. Это достаточно большое количество. Но я хочу сказать следующее, что есть огромная вина самих граждан. Нельзя не отметить очевидный вклад владельцев домашних животных. Город похож на минное поле, где в качестве мин отходы жизнедеятельности домашних питомцев, в первую очередь собак. Многие могут возразить в этом плане, что у нас в городе нет мест для выгула собак. Да, соглашусь с этим, нету выгула. Законом это определено следующее, что вы должны сами ходить с пакетом, с лопаткой, там, с совочком, неважно с чем, но вы должны убирать за своими питомцами. Земли под домами снесенных или сгоревших домов облюбовали нерюнгринцы как места складирования мусора. Так, на площади дома номер 11 по улице Строителей лежит целая куча мусора бытового, строительного и даже автомобильного. Напоминаем, пятница 3 мая объявлена днем общегородского народного субботника. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. 370-летие пожарной охраны сегодня отмечают работники службы страны. Якутские огнеборцы традиционно на Комсомольской площади Якутска провели торжественное мероприятие, посвященное этой знаменательной дате. Подробнее в материале Дмитрия Тымырова. Аппарат «Пурга-5» применяется для тушения открытого огня воздушно-механической пеной. Эту и другую спецтехнику и оборудование представили сегодня на ярмарке в День пожарной охраны. Данная техника применяется на
аварийно-спасательных при тушении пожара, при ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведении аварийно-спасательных работ. Квадрокоптеры применяются для поиска пострадавших людей, также применяются при паводке, при лесных пожарах. В целом, как отметили в управлении МЧС России по республике, с начала этого года на территории Якутии было зарегистрировано почти 700 пожаров. Эвакуированы 460 человек, более 30 спасены из огня, 29 погибли. Также я хочу отметить, что на сегодняшний день той работой, профилактическими мероприятиями, той работой, которая была организована главным управлением, добились снижения показателей по пожарам на 23%, по погибшим показатели на 17% снижены и по травмированным показатели снижены на 5%. Торжественная часть на Комсомольской площади завершила цикл мероприятий, посвященных 370-летию образования пожарной службы страны. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Праздничные мероприятия ко Дню пожарной охраны прошли в Нерюнгри. Здесь располагается один из самых многочисленных гарнизонов в Якутии, рассказывает Александра Цыбикова. 370 лет – круглая дата, в честь которой прошла выставка пожарной аварийно-спасательной техники, находящейся на вооружении Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона. Только за последние 5 лет огнеборцы спасли при пожарах более 1500 жизней, 96 единиц техники и материальных ценностей на сумму свыше 7 миллионов рублей. Мобильная оперативная служба численностью свыше 600 человек личного состава осуществила более 10 тысяч выездов, в том числе на спасательные работы и на выезды на дорожно-транспортные происшествия. Численность, количество пожарных частей в Нерюнгринском пожарно-спасательном гарнизоне 9, плюс аварийно-спасательные формирования, такие как служба спасения Республики Саха-Якутия, военизированная горно-спасательная часть. Пожарная охрана – это одна из самых старейших оперативных служб. Мы первыми приходим на помощь. И сегодня, в этот знаменательный день, я хочу поздравить ветеранов, действующих сотрудников, пенсионеров с профессиональным праздником. Праздничный концерт, посвященный круглой дате, прошел ярко. Выступали творческие коллективы города и сами спасатели. Прошло чествование ветеранов, пенсионеров и награждение наиболее отличившихся сотрудников МЧС. Этот праздник отмечают многие поколения людей, посвятивших свою жизнь благородному делу – обеспечению безопасности людей, территорий, экономики и окружающей среды от воздействия чрезвычайных ситуаций. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. На сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. Скидки на ипотеку при рождении детей на Дальнем Востоке. Как работает механизм? Пресс-показ фильма «Надо мной солнце светит». Якутский фильм на закрытом показе смогли увидеть первые зрители. «Мирный поет о мире». В алмазной столице завершился 19-й молодежный фестиваль, который собрал исполнителей со всей страны. В эфире Якутия-24 мы продолжаем. Также в Якутии установлены для Дальнего Востока, ввели дополнительные меры для повышения рождаемости. Так, для тех, кто приобретает жилые помещения на территории Дальневосточного федерального округа, и если с 1 января 2019 года у них родится второй или последующие дети, ставка по ипотечному кредиту устанавливается в размере 5% годовых. Принятые меры направлены в первую очередь на повышение рождаемости среди жителей региона, а также на привлечение молодых специалистов на Дальний Восток. Также в Якутии установлены денежные выплаты при рождении детей после 1 января 2019 года. Так, при рождении первого ребенка семьи получат 33 812 рублей. При рождении второго ребенка установлен региональный материнский капитал в размере 30% от федерального. На сегодняшний день это 135 907 рублей. При рождении третьего ребенка или последующих детей семьи получат ежемесячную денежную выплату в размере 16 906 рублей до достижения детьми возраста 3 лет. Сегодня в общественном центре состоялся круглый стол по реализации национального проекта «Демография». Участниками выступили представители государственных структур и общественные организации многодетных семей.
Сейчас вот у нас состоялось рабочее совещание, где были правительством предоставлены цифры, сколько же это потребует с бюджета средств для того, чтобы расширить круг получателей. То есть этим законопроектом мы расширили круг получателей. Если раньше многодетной семьей считалась семья с 3 и более детьми, когда старшему исполнялось 18 лет, то статус семья теряла. А настоящим законопроектом у нас предусматривается, что пока ребенок обучается очно или служит в армии, до 23 лет семья будет считаться многодетной, соответственно, пользоваться всеми преференциями и мерами поддержки, которые оказывает государство. Энергетики южно-якутских электрических сетей продолжают планомерную работу по профилактике детского электротравматизма. В рамках акции «Внимание, энергия» проводятся уроки во всех школах Алданского района. В текущем году энергетики пошли на эксперименты и добавили в поле деятельности детские сады. На одном из таких уроков побывали наши коллеги. Дети – самый отзывчивый и любопытный контингент. С ними общаться просто и в то же время сложно. Чтобы установить контакт и разговаривать на равных на взрослые темы, например, о электротравматизме, необходимо стать на время непосредственным или вспомнить себя в детстве. Года в 1,5 мама тоже была поражена тем, что Евгений засунул что-то в розетку. Поэтому, чтобы вот предупредить такие моменты, нюансы, конечно, детишкам немножко надо рассказывать. Пусть не все поймут, не сразу, но самые такие опытные, вездесущие как раз отметят для себя, насколько это опасно. Уроки по профилактике детского электротравматизма алданские энергетики проводят в школах района давно. В детском саду такая практика применена впервые. Современные дети с электрическими приборами сталкиваются ежедневно. И то, что электричество – это опасно, знают наверняка. Если окаленные провода, нельзя подходить. Или перегорела лампочка. Что нельзя к проводам подходить. А ты что знаешь об электричестве? Нельзя с ним шутить. Дети сейчас настолько развиты, настолько продвинуты, настолько далеко шагают вперед, порой даже дальше, чем взрослые, что подобного рода мероприятия, чем раньше мы начнем проводить, тем нам будет проще объяснить детям, что такое электричество, как с ним нужно обращаться и как вести себя в случаях непредвиденно возникшей опасности. Специалисты-энергетики не только рассказали воспитанникам детского сада Мишутка основные нюансы опасности электричества, но и в наглядной и прикладной форме показали, как нужно действовать в определенных ситуациях. Например, что делать, если попал в зону действия оборванного электрического кабеля. У меня ребенок, ей 7 лет. Они сейчас очень умные, сейчас очень много литературы, и где-то в каких-то случаях даже она мне объясняет: мама, этого делать не стоит. Много полезной информации. И, здесь мы именно хотим сакцентрировать внимание на том, что все-таки нужно быть осторожнее. Первый опыт проведения уроков электробезопасности в детских садах прошел успешно. Он будет продолжен. В текущем году запланировано более 40 встреч, в которых примут участие около 2000 учащихся, к которым теперь прибавится весомая армия дошколят. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В рамках 11-го международного кинофестиваля на Окинаве в Японии прошел показ фильма режиссера Эдуарда Новикова «Царь-птица». На кинофестивале были представлены фильмы из Японии, Китая, Гонконга, Вьетнама, Индонезии, Мьянмы, Таиланда, Шри-Ланки. А Россию представила картина из Якутии «Царь-птица». Работу якутского режиссера высоко оценили известные продюсеры и режиссеры Японии, которые снимают фильмы для Sony Pictures и V-Brothers. Фильм понравился и рядовому японскому зрителю. Чтобы посмотреть картину якутского режиссера, многие приехали из разных префектур. Эдуард Новиков получил немало предложений о сотрудничестве. Уже этой осенью фильм покажут на других кинофестивалях Японии. Быть может, наш фильм доберется и до престижного международного кинофестиваля, который ежегодно проходит в городе Токио. А в Якутске сегодня за неделю до старта на широком экране фильм Любови Борисовой «Надо мной солнце не садится» проходит испытание якутским зрителям. В кинозале Емельян, где прошел пресс-показ, свободных мест нет, и авторы с волнением ждут первой реакции земляков.
Ну, то, что мы взяли приз зрительской симпатии, означает то, что у нас есть все шансы на прокат по России. То есть нас принимает российский зритель. И даже была кинокритик из Великобритании, и она сказала, что есть все шансы даже по миру прокатиться. Ну, фильмов такого жанра, такого рода. Нас это очень радует, для нас это новые перспективы. И вот мы всегда снимаем для якутского зрителя, для нашего, и всегда реакция якутского зрителя для нас самое важное. Мне кажется, если ты с уважением и с любовью относишься к зрителю, он тебе тем же отвечает. И во многократном приумноженном виде возвращается тебе. 19-й молодежный фестиваль «Мирный поет о мире» подходит к концу. Сегодня состоится гала-концерт, на котором выступят лучшие участники, а также гости фестиваля кавер-группа Mojo DJ Groove, испанский композитор Хорхе Годес и другие. О конкурсантах и фестивале в сюжете Марии Урцевой. Елену Сафронову знают как одну из ведущих актрис Мирнинского театра. Но на 19-м фестивале «Мирный поет о мире» она выступает в другой роли. Мы рядом, руки протянуть, дыхание ваше ощутить. Все остальное как-нибудь. Мы рядом, этим стоит жить. Вместе с коллегами, кстати, не актерами, а осветителями-звукорежиссером, объединились в группу «Булавка». В Петербурге мы как-то гастролировали. Были местно известны. Местно известные, а теперь мы просто решили на досуге продолжить и поучаствовать в фестивале «Мирный поет о мире». Наша коллега, ныне покойная, она умерла в это лето, Вера Елисеевна Заманкова, она была помощником режиссера долгое время в нашем театре. Мы ее очень любили, ее творчество, и на ее стихи, очень позитивные, светлые, яркие, написали музыку, аранжировали, и сегодня такая дань ее поэзии. Другие участники и гости 19-го фестиваля «Мирный поет о мире» из солнечной Испании. Карлос Фалгоса и Хорхе Годес. Карлос – один из лучших фотографов Европы. Хорхе – композитор электронной музыки. Фотопроект Карлоса Амирна вдохновил Хорхе на написание композиций, посвященных алмазной столице. И теперь они делятся своим творчеством с горожанами. Таких разных людей, ставших единой командой на фестивале «Мирный поет о мире» множество. В тандеме они создают что-то новое и необычное. Молодежь – это сейчас те, то есть когда я буду старая и буду жить на пенсию, эти люди будут управлять страной. И, соответственно, очень важно, чтобы у них уже сейчас были заложены очень правильные, крутые ценности и понимания. К сожалению, там, в связи разных ситуаций, то, что сейчас модно, не модно, оно не всегда несет. И вот мне кажется, что этот фестиваль, он может именно позиционировать, что все, что интересно из позиции, оно может быть крутым. И второй момент, конечно, в фестивале была фишка, и всегда говорили, что вот ДК всегда был полон, это люди между собой как-то знакомились, репетировали и так далее. И вот мы постараемся вот эти вот две истории, то есть когда это осмысленные фестивали, когда это вот такая некая творческая коллаборация, что мы постараемся в этом фестивале это воплотить. Фестиваль объединяет самых разных людей, но именно это способствует их развитию в будущем и переменам в жизни. Как говорят организаторы, не зря слоган «Мирный поет о мире» этого года меняет мир, тебя и будущее. Во вторник, 30 апреля, на гала-концерте мирнинцы увидят результаты 7-дневного творческого марафона участников Большого молодежного фестиваля. Мария Урцева, Алексей Меркулин, Артур Голиков, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Удачи вам!